Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. В крымской столице прошло шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся. Необычная стойкость, истинный патриотизм, настоящий героизм. Сегодня вспомнили о героических подвигах партизан и подпольщиков и отдали дань их мужеству на Ангарском перевале. Весенняя Ялта в цвету. На пляжах уже все, кто с нетерпением ждал тепла. Туристический сезон 2018 открыт. В Бахчисарайском районе прошел первый в этом году фестиваль творчества и отдыха «Открытый Крым». Начальный путь к великому будущему. Крымско-татарская художница представила свои работы. В крымской столице прошло шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся. В городе царила праздничная атмосфера. Люди пришли на демонстрацию целыми семьями с детьми. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В Симферополе многоголосая «Ура!» Праздничная атмосфера, весь проспект Кирова заполнен людьми. В руках разноцветные шары, цветы и транспаранты. В начале колонны были развернуты два больших знамени – российский триколор и флаг Республики Крым. Первомайское шествие – символ дружбы и солидарности трудящихся людей и гарантия экономического развития. Люди рассказывают, что приходят на демонстрацию каждый год, всегда принимают участие и тщательно готовятся к этому событию. Каждый год принимаем участие. Пришли с семьей, настроение шикарное. Ура! Россия, вперед! Здесь очень много национальных, культурных автономий, общественных организаций, которые объединились в одно целое. И наша колонна, она под именем Общественного совета. Вот наши люди в национальных колпаках, мы представляем город. Отличное, замечательное настроение. Первомайское. Настроение классное, весеннее, теплое. Всем с праздником, ребят! Пришли с семьей, радуемся, веселимся, весна, все классно. В традиционной первомайской демонстрации принимают участие трудовые, творческие, педагогические коллективы, школьники, студенты, спортсмены и представители власти. Это праздник, объединяющий людей разных возрастов и профессий. Праздник хороший, традиционный для нас. Все помнят, взрослые и дети сегодня уже приучены к этому, что мы ходим на демонстрацию. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, как это происходило. Там был радостный день. Все ехали после демонстрации на маевку. Вот стараемся сохранить традиции. Все-таки мы все имеем отношение к трудящимся. Каждый на своем месте выполняет задачи, нужные для государства и для каждого гражданина. Так что всех поздравляем с 1 мая. В Советском Союзе 1 май, праздник весны и труда, был заявлен скорее с политической направленностью, подчеркивая солидарность трудящихся всего мира с освободительным движением революции. По всей стране проходили праздничные шествия, с возведенных трибун звучали лозунги и торжественные речи, в которых участвовали представители власти, ветераны, почетные работники и передовики. Радость от объединения и коллективного действия, шествия с шариками и флажками позволяло ощутить рядом всю силу и мощь таких же людей, соотечественников, ощущать гордость и величие каждого, кто вносит свой вклад в строительство и процветание своей страны. Праздник солидарности, мира, добра, начало майских праздников – это еще одна возможность быть вместе, быть ближе друг к другу. И сегодня именно мы чествуем трудящихся. С праздником вас! 1 мая – день добра и справедливости, уважение к человеку труда. Его любят люди самых разных поколений. Для ветеранов это воспоминания о молодости, о трудовых свершениях. Для молодежи – выбор пути, новых идей и смелых решений. В Симферополе в первомайском шествии приняли участие более 20 тысяч человек. Демонстрация трудящихся прошла по всем городам Крыма. София Шукурова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Необычная стойкость, истинный патриотизм, настоящий героизм. Сегодня вспомнили о героических подвигах партизан и подпольщиков и отдали дань их мужеству на Ангарском перевале. Традиционно там прошла маевка, где почтили память погибших воинов. Слезы на глазах и горечь воспоминаний сегодня чтят память погибших воинов и партизан. Они защищали родину, собирали разведданные и даже вступали в бой с врагами. С 12 лет в таких боях участвовал и Нури Абибуллаев. Колонны на них нападали, уничтожали, брали боеприпасы, продукты питания, оружие.
Вот так все это партизанское движение было бы. В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Крыма действовало 27 партизанских отрядов, 106 подпольных групп. Они отважно сражались в тылу врага, приближая победу. За 2,5 года борьбы с фашистами партизаны провели 252 боя. А на Ангарском перевале пролегал один из основных партизанских путей. Там и проходили стычки с врагами. Сейчас здесь стоит памятник «Партизанская шапка». Это дань памяти и всенародного уважения тем, кто в глубоком тылу сражался с немецко-фашистскими захватчиками, приближая великую победу. Ваша жизнь, ваш подвиг, ваше мужество и патриотизм являются достойным примером для подрастающего поколения и для всех нас. 15-летняя девушка-партизанка Зикия Адабашева добровольно ушла в лес. Она служила в 18-м отряде 1-й бригады Северного партизанского соединения в Крыму. Помогала вести подпольные работы, была ранена. Все сведения я прятала в волосах, потом относила в штаб. Писали листовки о том, что немцы проигрывают, а нам, партизанам, нужна помощь. Благодаря этим листовкам я попала к партизанам и потом сама их раздавала. По традиции, каждый год 2 мая здесь собираются партизаны-подпольщики, родные и близкие. Всех участников маевки угощают солдатской кашей и радует концерт военных песен. Султанис Такаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Перевозки по единому билету в Крым и обратном направлении возобновлены. Это прямое смешанное сообщение с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. Перевозки по единому билету осуществляются в Евпаторию, Керчь, Симферополь, Севастополь, Судак и Ялту. Впервые такая система появилась в Крыму после воссоединения с Российской Федерацией. За это время было перевезено порядка 1,5 миллиона человек. На сегодняшний день оформлено уже более 60 тысяч единых билетов. И мы ожидаем, что это количество пассажиров в этом году будет не меньше, чем в прошлом году, потому что с открытием моста желающих проехать по новому Крымскому мосту будет значительно больше. Это будет, думаю, что некоторые расценят это как такую экскурсию по единому билету по мосту в Крым. Легковой автомобиль загорелся минувшей ночью на трассе Симферополь-Алушта в районе Ангарского перевала. Временно было приостановлено движение транспорта. Из-за этого в пробке скопилось более сотни автомобилей. К месту аварии экстренно прибыл пожарный расчет. Специалисты как раз перед майскими праздниками заступили на дежурство. В течение 5 минут возгорание было ликвидировано. В пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших в ЧП нет. Причины возгорания пока неизвестны. Загоревшийся автомобиль восстановлению не подлежит. Загорать на солнце, плавать в открытом море или смотреть на ландшафты Крыма нет, уже не рано. Весенняя Ялта в цвету. На пляжах уже все, кто с нетерпением ждал тепла. С южного берега Арзы Хасенова. Песни речитативом, улыбки на лицах, а площадь пестрит от разноцветных нарядов. На сцене танцуют великаны. Удивительно быть в метре от земли, сохранять равновесие, да еще и выделывать трюки. Ходьба на ходулях – искусство. Молодежный форум собрал настоящих мастеров. В Первомай, ялтинцы, фестиваль от души. От радости плачу, что так вот я сюда приехала отдыхать, и вот мне вспомнились мои молодые годы. В этом году на фестиваль съехалась молодежь со всей России. 300 участников представили яркое шоу. На сцене пели, танцевали, поздравляли. Словом, веселились от души. Национальная одежда, колорит, милозвучный язык. Ведь главное правило фестиваля – выступление в национальном стиле. Весь колорит народов России собрался здесь, в самом счастливом городе Крыма. К нам приехали коллективы из разных регионов, даже из Якутии приехали, из Карачаева-Черкесии, из Москвы, из Питера. Поэтому я уверен, что у фестиваля большое будущее, и в ближайшее время, я думаю, что не стыдно будет пригласить главу государства. В следующем году организаторы будут удивлять и масштабом, и зрелищностью. А пока Крымский маяк прощается до следующего года. Удержаться и не спуститься к морю, если ты в Ялте, невозможно. Да и как тут работать, когда в каких-то метрах от тебя прибой? А солнце так и манит понежиться. Температура на улице плюс 23. Ух, водичка прохладная, море еще не прогрелось. Купаться рано, а вот пройтись босиком по берегу то, что нужно. Освежает. 1 мая ялтинцы встречают
у моря. Здесь на пляже много людей, все загорают под крымским солнцем. Уже традиционно 1 мая, день весны и труда. Здесь встречают отдыхом. Арзы Хасьянова, Асан Зивадинов, Ирвин Миралеев, телеканал «Милет». Туристический сезон 2018 открыт. В Бахчисарайском районе прошел первый в этом году фестиваль творчества и отдыха под названием «Открой Крым». Мастер-классы, выставка декоративно-прикладного искусства, ирландский рог, кузнечные меха. С места событий наш корреспондент София Шукурова. Незабываемое шоу гончаров, кузнецы, битва викингов, сыр от самых именитых крымских сыроваров. Музыка, танцы. В пещерном городе Эски-Кермен стартовал туристический фестиваль «Открой Крым». Пещерный город Эски-Кермен сейчас покинутый и безмолвный, а в годы Средневековья занимал доминирующее положение в хозяйственной жизни поселений. Был крупным центром торговли и ремесел. Сегодня здесь, вблизи старой крепости, фестиваль. Куют железо кузнецы, лепят посуду из крымской глины гончары, стреляют из лука и сражаются викинги. Мы очень рады, замечательные люди, очень добрые, вежливые, все улыбаются. Ну, в восторге просто. Я попробовала уже из дерева что-то сделать, постреляла из лука, потому что я давно хотела это сделать. И мне здесь нравится, здесь прикольно. Крым привлекателен для отдыха и туризма круглый год, но майские праздники традиционно обозначают переход к активной или высокой стадии курортного сезона. Крымчане готовы удивлять и не давать скучать туристам. Готовы к туристическому сезону. Группа, если она у нас не скучает. То есть кто-то гончарит, кто-то варит мыло, кто-то делает соуса из свежевыжатого масла. Также, естественно, у нас это все с уклоном крымоведения. История про Крым, про Севастополь. То есть, чтобы туристу было интересно. Туристов на фестивале ждала и вкусная программа. Пока одни дегустируют сыр, другие учатся его готовить. Опытные крымские сыровары учат, как правильно приготовить сыр дома. Кастрюля из нержавеющей стали и термометр. Этого оборудования достаточно для получения вкусного сыра. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм сыра. Когда молоко холодное, мы заливаем туда лимонную кислоту. Потихоньку наливая и перемешивая. При 28 градусах я засыпал закваску. Дальше сейчас я нагреваю молоко до 35 градусов. Мы получим сыр моцарелла. Здесь каждый мог найти занятия по душе. Весь день гостей фестиваля удивляли всевозможными мастер-классами, огненными шоу и театрализованными выступлениями викингов. Особых красок фестивалю «Открой Крым» добавил ирландский рок, традиционные шотландские мотивы и настоящий джаз. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Начальный путь к великому будущему. Крымско-татарская художница Эльзара Сейдаметова представила свои работы. Это ее вторая персональная выставка. Что изображено на этих картинах и чем вдохновляется художница? Смотрите в нашем следующем сюжете. Количество талантливых крымско-татарских художников пополнилось сегодня еще одним мастером. Эльзара Сейдаметова порадовала жителей и гостей Симферополя открытием своей выставки. В экспозиции много интересных и красочных картин с крымско-татарским колоритом. Вдохновляюсь всеми. Сейчас, вот можно сказать, вдохновляюсь вами, как вы смотрите вы такими сияющими глазами. Это, вся эта обстановка для меня, это вот нечто, не представляете, что у меня происходит сейчас внутри. Вот этот вот посыл, я прихожу и как бы выливаю на свои картины. Здесь представили и одежду с национальным крымско-татарским принтом. Это первая коллекция детских футболок с изображением «Задорный чобан». Скромная девушка с кувшином, танцовщица с Дарья. Дефилировали, собственно, те, для кого изготавливались футболки. Оценить уровень мастерства и потенциала молодой художницы пришли родные, друзья и интеллигенты крымско-татарского народа. Первое впечатление, скажем так, неожиданное, потому что вот такие интересные работы всегда должны как бы представляться общественному кругу. И я думаю, что в ней все впереди. А вот главным гостем стала мама Эльзары Сейдаметовой. Именно она мечтала, чтобы дочь стала художницей. Талант проявился у нее еще в детстве. Она еще была маленькая, даже до школьного возраста. То есть ее
на что вот мы обратили внимание, что она передавала тона очень хорошо. Вот, то есть не каждый, вот, ну, у меня не получалось, по крайней мере, так. Я тоже рисовала, мне нравилось рисовать, но мне не получалось. И лица, вот, она улавливала моменты в лицах и передавала это. Выставка наполнилась теплой атмосферой, которую дополняли и юные танцоры. Алиме Кайбулаева, Фатиме Сидометова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Российская студенческая весна. Более 50 студентов, не учащихся на творческих специальностях, показали свой артистизм и выступили с различными вокальными и инструментальными номерами. Конкурс проводился при поддержке Министерства образования. Победившие будут представлять Республику Крым во всероссийском конкурсе, который пройдет в Ставрополье. Есть положение о конкурсе, там очень много критериев, и артистизм, и профессиональное исполнение, там насколько это соответствует тематике. И все сегодняшние участники, их сегодня около 50, заявились, они все с этим положением ознакомлены. И у нас сегодня жюри, которое представляет профессионалов в своих областях. То есть это нас в этом вопросе поддержали различные министерства и ведомства и дали лучших специалистов для участия в жюри. И о новостях погоды. В Крыму аномальная жара. Сегодня ожидаются экстремально высокие температуры до плюс 31. Это на 7 градусов выше среднесуточной климатической нормы. В крымском главке МЧС напоминают, что все эти дни на полуострове сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим введен запрет на посещение лесов и горной местности. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Хорошего вам вечера. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире.